Всем привет! Город Якутск, сегодня 18. Что у нас, март уже? Марта, смотрите. Это центр города. Улица Орджоникидзе. Тут торговый центр Туймада. Вот рядом с ним парковка. Куча машин. Сегодня стало тепло у нас, хорошо. Плюс 12 градусов. Ой, минус 12 градусов. Так что прогуляемся. Смотрите, какие тут куча снега. Сгребли. Но теперь их должны вывезти на машинах, чтобы они тут не таяли, соответственно. Да, хорошо, все-таки тепло стало, комфортно ходить. О, велосипеды. Ну, вот они всю зиму ездили на великах. Такие у нас морозостойкие велосипедисты. Даже я видел, доставщики ездят тоже на мотовелотранспорте. Как-то закрывают вот таким вот как она называется, термотканью, чтобы было комфортно ездить, не дуло. И ездят. Смотрите, сколько снегу нападало. Или это тут его подсыпали еще. Наверное, вот это убирали здесь и подсыпали. Все такие, я думаю. Так, здание. Это у нас здание. Сейчас я вам скажу. Сургутнефтегаз. Якутское представительство. Нефть и газ. Тут они заседают, флаги, соответственно, государственные здесь. Интересно, почему тут люди вот любят по этой ходить, а не по этой, по плитке. Потому что я вот иду и скользко. А когда по вот этому снегу, льду ходишь, то нога не скользит совсем. Более-менее комфортно идти. Так, доходим до бассейн Самородок. Вот он тут стоит. И мы видим, что здесь куча машин. Куча машин. Бизнес-ланч, шаверма. Смотрите, шаверма открылась. У нас шаверма. Вкусная, привкусная. Лежачий полицейский. Ну, сейчас уже мы видим, что меньше люди стали машины укрывать наташами. Поэтому вот они такие стоят. Так, это куда они подъехали все? На транспорте. Говорят, у нас в городе на каждого жителя чуть ли не по 3 машины. Может, я ошибаюсь. А может, тут сюда не подъехали. Тут спортивный зал. Проходят периодически тут соревнования, концерты какие-то. Смотрите, какая машина гигантская. Просто какой-то крутые масштачки, вообще дурские. Китайская, что ли? Неизвестно. Еще такая мощная, как танк. Похоже. Вот. Дворец 50 лет Победы. Прада. Лэндкраузер. Ну, такие машины. А видишь, попроще. Смотрите, вот это вообще какая-то доходяга. Джулион Хавал. А, вот это Китай это. Грэнд Витара. Hyundai. Это я знаю. Сузуки, да? Тойота. Вот кто Тойоту не знает. Тоже Тойота, что ли? Ну, тут любят японские машины. Очень сильно. Японию любят. Эти Тойоты. Ну, сейчас
Китая, по-моему, немного у нас. Совсем немного ездит. Потому что какой смысл ее китайскую брать, если можно японскую купить, поехать во Владивосток, тут у нас как бы относительно недалеко, и там ее прикупить недорого и сюда приехать на ней уже. Там все вам делают, все документы, все вы едете. Японские машины-то они заслуженно уже заслужили репутацию. Ну и по запчастям там тоже, соответственно, запчасти нужно найти. Хотя я особо не разбираюсь в машинах, не буду вам брать. Но смотрите, они тут подсветку сделали. Хотя еще не стемнело так окончательно. Сейчас, кстати, у нас время 6 часов вечера. Памятник неродимому человечеству. Вот, сам себе сук режет. Чувак сидит пилой. Да. Елок. Что, елки убрали? Что? А, ну там они. Елки там. Снегу тут. Вот сколько снега, смотрите, у нас упало за зиму. Вот это вот. Ну, тут полметра нету, где-то так. А, вот тут елки все. Вот они. Все-таки скользко ходить. Кофе с собой вывеска. Вот здесь пекарня. Кому-то интересно смотреть на Якутск, я вот снимаю специально для людей, чисто добровольно, ну как, безвозмездно все это съемки. Так, улица Курашова, это Никита перекресток, вот там здание профсоюзов новое, вот старенькое сгорело, что ли. Вот вместо него вот такое поставили. Это уже лет 10, как, по-моему, или даже больше. Вот это домик, вот что-то стену расписали. Там какие-то рисунки. Ну так красиво, да, в принципе. Какое-то разнообразие. Так, все, идем в перекресток. Сейчас дойдем с вами до площади Орджоникидзе. Я вот хочу на ту сторону перейти, кстати, оттуда пойти, чтобы там не перебегать нигде. Да, смотрите, сегодня еще только март, как бы, да, а транспорту больше, чем нужно. Так, 3, 2, 1, пошли. Пошли. Смарт. Это, по-моему, вот здесь можно сдать свой телефон или что-то в этом магазине. Ну, как комиссионка. И продать его. Если вам что-то из электроники не нужно. Работает он, даже не знаю. Вот хрущевочка такая старенькая. Видите, у них как плиты сделаны. Какие-то железобетонные. Раньше так делали. Бетона не жалели. Закрытый низ. Но сейчас как бы стали открывать, чтобы туда воздух холодный заходил и фундамент промораживался. Тут лестницу какую-то сделали. Цветочный салон. А тут, о, это здание вообще переделали. Его тут же не было. Это новое здание построили.
сейчас, кстати, с вами посмотрим, что нового. То есть здесь была какая-то деревяха, а сделали вот такой вот шикарный дом. 2 этажа. Пицца. Здесь можно покушать. Ага, да. Трапеза. А с этой стороны вот тут ГАПС. Видите, вывеска. Главное агентство воздушных сообщений Республики Саха-Якутия. Вот этот дом. Тут, если кто помнит, на этом месте раньше стоял дом 5-этажный или 4-этажный. Старенький такой, ну типа вот этого. И там на 1-м этаже было агентство, куда бы ходили и покупали билеты. Там такие очереди были, помню, сумасшедшие. Империя диванов. Вот это вот салон здесь. Интересно. И вот тут торты. Открыто. Тортики. Продают вот с этой стороны. Причем здесь продают. Вот у них крыльцо. Свежая выпечка. И вот с другой стороны, если развернуться, вон там видно, да? Вот рядом с этим зданием, ну это аэрофлот, это здание воздушных сообщений. Получается, вот домик маленький, торты, вот там вот торты еще продают. Там, по-моему, хлебокомбинатовские. Ага, они как ну, тоже вкусные, в принципе, для любителей. А вот это здание Главное агентство воздушных сообщений. Здесь можно приобрести билеты на самолеты, на поезда, по субсидии, по льготе Дальневосточного федерального округа. Вот здесь вот. Так, ну что мы видим? Много-много машин. Много-много машин. Вот здание Арктического института. Когда-то он строился, это здание, для, по-моему, банк такой был. Сахабанк или как-то. Ага. Но потом он банкротился успешно, или его банкротили. И, соответственно, здание осталось, а его отдали вот Арктическому институту культуры, там, искусства, ну, народного, короче. Народные тут всякие промыслы развивают их, учат там много разных направлений. Ну и выходим мы вот на площадь Орджоникидзе. Ее уже убрали, конечно. Напротив вот этот бывший 4-й магазин, вот это здание. 4-й магазин здания. Сейчас он Якутск магазин называется. Ну и вот улица Петра Алексеева. Вот тут долгострой. Его доделают, не доделают. Что-то круглое здание. Он такое вот. Ну и здесь Саха-театр. Здесь Саха-театр и вот площадь Орджоникидзе. Ну, еще скульптуры ледяные стоят. Я их снимал, по-моему, в конце еще ноября того года. Ага. Ну, как всегда, вот это облюбованное место детьми, они как горка. Хотя там, там горку убрали. Там горку убрали. Да. Смотрите, сплошная пробка из машин. Так, ну, немножечко я подойду сейчас к ним. Ну, я уже снимал. Кстати, где ледовый парк на дамбе, 202 микрорайон, там тоже выставка ледовых скульптур.
Там интересно тоже посмотреть. Там и с горок можно покататься, различные аттракционы, банан по снегу, по лени. Ну, вот это, кстати, здесь ледовые фигуры в честь Великой Отечественной войны. Здесь сделаны. Стали уже, кстати, немножко подтаивать, что ли. Хотя особо сейчас стайки-то еще нету. Здание Дом связи, это главпочтамт у нас здесь. То есть вот индекс 67730. Это вот сюда вот вам доставят. И здесь, кстати, начинается отсчет отсюда, вот этого места, от главпочтамта, ну, километров сколько от Якутска. Вот отсюда вот считается. Вот почтамт, главпочтамт обычно. Это улица Дзержинского уже. Такая вот она. Да, чувствую, телефон у меня уже начинает замерзать. Это плохо. Он, знаете, как себя ведет на морозе. То есть вот как он промерзнет, у него сразу аккумулятор садится там чуть ли не до 10%. И потом резко может выключиться. Вот таким образом. Поэтому съемку веду так вот. Когда закончится, не знаю. Пока ходим, поснимаем. Старый дом. Здесь ателье Мод Люкс. Вот тут когда-то шили, когда дефицит одежды был. Ходили сюда и заказывали одежду. Сейчас не знаю. Я обычно покупаю в магазине. Никогда в ателье не заказывал. Вот тут подсветку не включили. Вот это здание Саха, нефтегаз. Это улица Черяева. Имени в советское время член, он был, ну, глава Якутии, так выражаясь, горком КПСС, я точно не знаю, возглавляла, соответственно, как главой был. И вот в честь него здесь улицу назвали вот эту, и там скверик есть, и бюст ему. Так, а здесь, смотрите, у нас заправщик. Заправщик, он водок, это бензоколонка А76. Далее, да? Заправляют. Стерли все здесь. Вот такой был в советское время. Это, да? Угу. Вот, видно, да, какой товарищ стоял. И сейчас мы... Ой, куда-то я не туда пошел. Ладно, сейчас мы перейдем. Улица Губина. Вот это отель Соната. То есть здесь, если вам где-то в Якутске в центре надо остановиться, вот можно выбрать, в частности, вот эту гостиницу. Она новая, поэтому там все новое, современное, как бы и уровень тоже, соответственно. Там 3, по-моему, звезды у нее такому классу соответствует. Хотя лучше зайдите, конечно, на сайт. И посмотрите, какие там у них категории номеров, расценки. Вот тут халяль, шаурма тоже у нас любят. Люди вот эту остановочку здесь сделали. Автобус номер 6 здесь ходит. Называется остановка. Без названия. Вот на Губина вот эти вот дома. Еще советские КПД, четырехэтажные. Здесь несколько их. Это одни из самых первых построек были. Четырехэтажки. 70-е
годы постройки. Эта улица Губина названа в честь героя, который спас вот тут озеро Губинское есть. Озеро вот с этой стороны. Там спас этот Губин двоих или 4 детей, а сам вроде как утонул. Ага, и тут вот ему бюст поставили. Вот. Бюст Губину. Вот он такой. Подходим и дальше. Идем. Тут деревяшечки были, их успешно наконец-то снесли. И сейчас тут огородили вот таким забором с навесом. Будет строечка. Тут что-то сделают, тут что-то здесь построят. Ну, да, эти здания уже, они свой век отстояли, но какие-то экземпляры здесь еще есть. Вот, смотрите. Вот экземпляр дома какого он года. Там, кстати, люди живут еще. Стеклопластиковые окна. Смотрите, тут у них палисадничек такой. Не знаю, здесь садят, они не садят. Что? Тут у них он. Я не знаю, делают там довольно такие некоторые, ну, кто с руками комфортно, ставят там душ, делают там какую-то зону отдыха, чуть ли не мангал. А вот здесь, смотрите, рядом вот с этим стареньким домом теплички стоят. То есть помидорки, огурчики, все это здесь они выращивают летом. Вот такие еще тут балкончики. Но я тоже думаю, что участь этих домов уже решена. Их снесут в ближайшие годы. Губина 23, кстати, вот этот дом с балконами. А вот тут попроще домик. Смотрите, вот такой вот домик. Кстати, тут большая застройка этих деревяшек. Их тут куча целая. То есть, если все это тут посносить, то можно жилых домов, тут центр, считайте, это центр города, еще понастроить прилично. Ну, кроме жилых домов, надо еще, соответственно, какую-то инфраструктуру делать, какие-то, не знаю, зеленые зоны, чтобы можно было пойти, там, посидеть, отдохнуть. Вот тут, кстати, строят, смотрите. Вот это вот тут деревяшки были, снесли, и сейчас вон там, смотрите, строят, как этот метод называется, заливной, что ли, когда заливают вот эти все, сначала каркас заливают, а потом уже стенами кирпичи ставят и, соответственно, таким образом возводят. Вот тут видно, кстати. Хорошо здесь видно. Вот так вот они тут делают. Краны такие большие. Вот они. Ну, первый этаж явно какой-то высокий. Под коммерцию, как обычно. Или, может, парковка какая-то. Если тут же в центре у нас делают дома повышенной категории комфорта. Поэтому... Ну, если так, то там гаражи внизу обычно, какая-то зона там отдыха и так далее. Ну, хотя, конечно, все экономят, не как раньше это было. И дошли бы до моста, улица Богатырева. Вот такой вот мост. И вот здесь вот пересечение улицы Губина и улицы Богатырева. Выходим здесь вот на это здоровенное здание. Сейчас вам покажу. У меня даже не умещается в кадр. Здоровенное здание. Тут магазин народный есть. Типа как для народа цены. Сейчас... Мне интересно, я туда, наверное, там снимать не буду.
Просто зайду, посмотрю, что там интересного есть. Так. Ой, мне стоять надо. 51 секунду надо стоять. Так, смотрите, стороны кран. О, какой. Высокий. Это похоже, тут высокие здания будут. Раз краны высокие, это, наверное, не меньше, чем вот это здание. И вот, смотрите, сколько здесь машин. Три, два, один. Пошли. 20 секунд дается на переход. Так, ну, вот насчет цен, да, вы там пишите, что зачем цены, эти цены неинтересны. Ну, раз вам не интересно, я тогда не буду снимать их, цены, что и чего там. Вот, с этой стороны, смотрите, вот так вот отстроили. Ну да, тут какие-то здоровые здания будут, однозначно. Ну, а если туда вон пойти, по этой, можно на площадь Победы прийти, он стала. Так. Все. Ну, у этих опять не работает этот домофон. Губина 11. Так, тут что, не упаду я? Не должен. А, вот сейчас еще отсюда сниму вам, так как сказать, режим полной реальности вам даю. Интересно посмотреть. Вот здесь вот магазин этот народный. И сейчас я тут панорамку вам сниму, пока солнце еще не зашло. Светло. Я не удержался здесь снять вот это вот продукты. Все из Китая, Азии. Лапши, смотрите, сколько здесь. Это все импортное. Вот это, кстати, прикольная штука. Она самоприготавливающаяся. Вот это вот. То есть тут просто как-то там надо что-то сделать. И инструкция есть у нее. Вот тут инструкция. Короче, тут не надо ничего, она сама нагревается. И вам вот такое готовое блюдо будет. Смотрите, сколько здесь. Рис тушеной свинины. По-тайваньски, кстати, цены. Тут непонятно, что за цены. Тут как-то цены все. Вот эти вот. Лапша всякая разная. Все только нет. Целая гора их.